незыблемая память народа о тех суровых днях, когда 80 лет назад наши деды, прадеды на голову разбили фашистскую чуму в самом ее логове, в Берлине. Но цена нашему народу досталась очень тяжелая. Более 27 миллионов граждан нашей страны тогда погибли. Участвуем в новой истории не только России, но и мира. Потому что пройдет много лет, и тогда истинная цель западных стран, которые хотят, чтобы Россия распалась, Россия перестала существовать как могучее государство, мы все тогда поймем. Нам и сейчас понятно, чего они пытаются добиться, но им этого мы не позволим. Знаете, на специальной военной операции, на передовой, мы выполняли свой долг вместе со всеми нашими боевыми братьями, со всей нашей огромной Россией. Там были все. И чеченцы, чуваши, татары, русские, все национальности. И мы на передовой все как братья. Люди разных национальностей, разного вероисповедания. Там нету той возни, дележки на национальности, по вероисповеданию, по религии, нету такого. И это очередной раз доказывает, что мы идем по правильному пути. Знаете, Запад думает, что многонациональность России и ее многообразие – это ее слабость. Но они ошибаются в том, что в этом сила России. Именно в этом, потому что более 1000 лет российской истории, потихоньку народы жили как братья, как соседи. Я очень часто езжу туда по своей работе, мы там ребят тренируем, снайперов готовим. И попутно я везу ребятам гуманитарную помощь. Даже твое появление на передовой, вижу, пустые глаза наполняются светом. Для них это просто моральная поддержка, что их не забывают, их помнят. Это надо видеть, это надо чувствовать сердцем. Понимаете? И у меня к ним всем одна единственная просьба, ко всем пацанам. Постарайтесь остаться в живых. Российским обществом надо быть готовыми встретить наших ребят. Встретить, чтобы их вернуть к нормальной жизни. Потому что война бесследно не проходит ни для кого. Это очень тяжелый моральный, психологический слом идет для каждого.